Сённяшняму герою тэлебудкі пагражае да 12 год турмы у цяперашняй Беларусі за тое, што на чэмпіянаце свету па хакею ён замяніў часовы беларускі сцяг на сапраўдны. Мартин Стакіс, мэр Рігі, і яму неабыякава тое, што адбываецца ў Беларусі. Гаспадар Мартинш, дзякую, што вы пагадзіліся на размову. Безумоўна, тут стал нагодай для гэтай размовы ваш учынак, гэта акцыя са сцягам. І я прачуваю, што яна ўвойдзе ў падручнікі па беларускай гісторыі ў будучыні, як такая праява салідарнасці з беларускім народам у той момант цяжкі, калі яна была неабходна. Але для мяне галоўнае пытанне, навошта вам гэта? Мой прапрадедушка был офицером латвийской армии. Гордость нации, это были те люди, которые боролись за нашу независимость. И что случилось потом? Два диктатора договорились, уговорились сами с собой, и была оккупация. Что случилось с моим прадедушком? Его просто убили. Не только его, и многих офицеров Латвии, семью отправили в Сибирь, и они там многие там и остались. И если мы смотрим в учебниках в истории, что было с этими диктаторами, там тоже были многие такие, которые сказали, с ними лучше дружить, не надо с ними портить отношения, лучше, чтобы надо найти общее, торговаться, экономик, чтобы получил какой-то бонус с этого. Ну и чем это закончилось, мы все знаем. Вторая мировая война, это уже оккупация Латвии уже 50 лет, и только вот недавно, 30 лет тому назад, мы получили обратно свою независимость. Ну вот я думаю, что это все-таки отвечает на этот вопрос. Если мы видим, что диктатор делает то, что неприемлемо свободному миру, мы не можем молчать. И много себе задавал этот вопрос, что бы я делал, может быть, и что мне надо было делать. Конечно, я бы мог просто написать в Твиттере, что это неприемлемо, что кто-то крадет наши самолеты нашими гражданами, что мы очень осуждаем такую... Ну, я знаю, что это ничего не дало бы. Это, наверное, никто даже бы не заметил. И мог бы я себе потом простить, я не знаю. Поэтому я не сожалел ни одного дня этот поступок. Многие мне в Латвии спрашивают, почему вы сняли флаг? Я говорю, я поднял флаг. Я не снял, я поднял флаг свободной Беларуси, это флаг, которому я верю. И то, что люди каждую неделю мне это спрашивают, и интересуют те, которые поддерживают, обычно спрашивают те, которые не поддерживают, это только показывает, что равнодушных все-таки нету. О Беларуси не забыли, и об этом говорят. И я думаю, это очень важно для Беларуси, что о вас не забыли здесь. Даже если вас не поддерживают, если они даже поддерживают Лукашенко, то, что об этом вообще происходит разговор между семьями, это уже, я думаю, такое большое достижение. Если к этому достижению я был участен, я только этим радуюсь. Но это была ваша мотивация, ваш такой индивидуальный, да, учинок. То есть это не было командное решение, это не было что-то спущенное сверху. То есть это вы сами так придумали. Мы здесь работаем как команда. И руководитель фракции, где я сам здесь работаю, он был первым, который в воскресенье вечером отправил мне смс. Он сказал, слушай, мы так и будем на это смотреть, что ты об этом думаешь. Я не могу как-то жить этим, что флаги того режима, который это только что сделал, висит в нашем городе. Я говорю, все, понял, я чувствую то же самое, работаем. Понедельник утром, это у меня самый сложный день, там митинг за митингом, я сдал, мы всегда начинаем своей командой, я говорю, слушай, вот такое дело, надо что-то делать, я думаю, что этот флаг там не должен быть. И это уже моя команда, которая и созвонила с Министерством иностранных дел, которая сделала контакты и белорусами, которые живут здесь в Латвии, чтобы получить этот флаг. Так что, можно сказать, это все-таки был работа всей команды. И я предоставили этот флаг Беларуси, так? Да, это был их флаг, и потом им отдал этот отдали назад. Не в самой лучшей кондиции, но они все равно были рады, что они могли так помочь самим флагом. Вы разумелі, што гэта будзе дыпламатычны скандал, што будуць высланы паслы, што гэта прывядзе да нейкіх вось такіх наступстваў, да, складаных для вас, як там грамадзяніна Латвіі, так і для Латвіі, як усёй краіны?
Нет, конечно. И поэтому я сам был уверен, что Рижский город не должен, конечно, принимать решение один, которые уже касаются международной арены. Да. Поэтому мы это делаем вместе с министерством. И я думаю, что министерство очень хорошо понимает, какие могут быть следующие шаги. И не буду скрывать, что, наверное, для кого-то это была, это реакция сюрпризом, но уже давно все поняли, что Лукашенко такому умом не понять. Да, он делает все как-то, принимает решения по-другому. Но то, что будет санкции, это уже всем было все равно ясно. Потому что в таких ситуациях Евросоюз все-таки все это санкции делает, но поскольку уже последние 3 года наше экономическое сотрудничество между Латвией и Белоруссией все время шло только вниз, я не могу сказать, что потери были огромными. Ну, тым не менш, якая ваша эмоцыя была, калі беларуская прокуратура сказала, что на вас заводзяць крымінальную справу, да, уголовное дело? Никакие, извините. Это не серьезно. Может быть, когда меня назвали персоной нон грата, и мне уже тоже не разрешено ехать в Россию, это уже было что-то, да? Но это связано, так? Это связано, да, это связано с этим. И, так что, это уже как-то интересно. Но, конечно, сейчас, когда я буду планировать свой отпуск и так далее, я, наверное, в ту сторону... На Браславские озера не поедете? Наверное, не поеду. А вы ведаете, колькі год турмы вам пагражае Беларусі? Как я понял с прокуратуры, минимум 5 до 12. До 12, да. И вам не страшно, то есть то, что вы, в принципе, признаны таким злочинцем, криминальником, да? То есть... Если это мне говорит диктатор Беларуси, для меня это больше комплимент тогда. Вы писали уже в своих соцсетках, что было мора водгукаў, да, от беларусаў з нагоды вашага ўчынка былі, я думаю, что и позитивные, и негативные. Магчыма, вы пригадаете вось прыклад такого позитивного и прыклад негативного водгука на ваш учинок? Об этом не беспокойтесь, потому что каждый политик к этому привык. Я политик только недавно, и для меня это был шок, может быть, 3 года тому назад, но не сейчас. И каждый день такие письма получаю, не только с граждан Беларуси и России, но и здесь и местных. Это нормальная такая, рабочий день политика. Есть кому ты очень нравишься, есть кому безразлично, и есть те, которые тебе всегда будут критиковать, и ты им никогда не будешь приемлять. Что самое хорошее, что самое приятное для вас? Вы написали про эту акцию вам. По-моему, не было 40 000 комментариев. И есть, по-моему, только один человек, которого я знаю, кто прочел всех их. И это был мой сын. Сколько ему? Ему сейчас 16. И при этом он не понимает на русском. Так что он еще с транслейтером выучил работал. русский язык заодно. И он сделал хоть такой сборник. И, конечно, приятно, когда тебя называют смелым. Потому что я считаю, что смелость – это самая главная черта характера человека. Выше всех, я считаю. И я всегда очень... был в восторге о смелости Беларуси. Если те герои, которых были дубинками, меня никто никогда не был дубинками, меня называют героем, для меня это, конечно, что-то. Вы показывали в соцсетках, что белорусы Риги вам дали какое-то гоноровое посвящение громадянина Беларуси, да, какой-то типа паспорт, что это было? Да, паспорт свободной Белоруссии. И такие паспорты, я знаю, есть. Я очень горжусь этим паспортом. И это был очень приятный сюрприз, да. Ваши оппоненты зрабілі нават акцию под хэштегом «Стакис начни работать», намекаючи на то, что вы занимаетесь не тем, как вы успрыняли это, и что вы отказываете людям, которые критикуют вас за то, что вы здымаете, поднимаете стяги, а не занимаетесь проблемой города. Пусть меня критикуют за то, что я делаю. Самая плохая критика, которая может быть, что ты ничего не делаешь. Если кто-то мне хэштегом написал, что ты перед выборами же поддерживал Беларусь, и после выборов больше это не делаешь, вот за эту критику мне реально было бы стыдно.
Но за критику, что я делаю, при этом никогда не скрывая, что я поддерживаю позицию Беларуси, для меня это не критика. И, конечно, тут надо понять и фон этого, потому что 12 лет здесь, в этом городе, в этом помещении Русской Думы правила другая партия. Партия, которая, у кого был даже договор с Единой Россией. И я тот символ, который не только поднял флаг свободной Беларуси, но и снял этот режим, который тут 12 лет был. Так что тут этот фонд тоже очень важен. І ви думаєте, ваша акція з стягом, вона дала вам, як політику, більше бонусів, да, чим мінусів? Не знаю и не важно. Я не карьерный политик, если можно так сказать. У меня хорошо то, что я могу жить и без политики, поэтому я могу делать все свободно, как я считаю правильно. И если я буду еще какой-то один срок мэром города Риги, то я думаю, это будет не из-за флага. Это будет из-за того, будет ли лучше улицы, лучше парки и вот эти другие хозяйственные вопросы, которые людям реально интересуют. И те, которые против этой акции, они никогда не голосовали, меня не будет, наверное. И те, которые за, они уже всегда были мои друзья. Так что я думаю, это не минус, не плюс. Ну, в принципе, чиновник сам по себе – это человек таки залежный, и он подначаленный комусь-то, чомусь-то. А вы личите себе человеком свободным при этом? Ну, я не чиновник. И здесь в Латвии это очень отделено. Чиновник и политик. У политиков другая роль, и у чиновников другая роль, и мы не вмешиваем их вместе. Это очень важно для нас. То есть, например, чиновники, они обычно не связаны ни одной с политической партией. Если это они и делают, это мы одобряем, но это точно для них не плюс, больше даже минус. А как политик я отвечаю только перед своими избирателями. Никто не может меня уволить, как только они, и только тогда, когда будет следующий выбор. Но при этом вы отчуваете себя свободным у своих деяниях, своих учинках, в этих акциях, да, то есть? Да и нет, потому что, например, я забыл сказать еще одну важную вещь. У меня есть еще и 3 заммстителя мэров, да. И у нас тоже, я помню, понимаю, эта акция была, если я не ошибаюсь, в 2 дня, в час у меня всегда встреча с ними. И я им тоже рассказал, что я собираюсь делать, и они сказали, мы тебя поддерживаем. То есть я всегда, у меня нету 51% здесь, так что я должен иметь в виду, что делают другие, что думают другие мои коллеги, и все-таки я всегда нахожу какой-то компромисс или по минимуму даю им информацию, что я собираюсь делать. А были те, кто отговаривал вас вот от этой акции? Не в коалиции, конечно, только в позиции. Угу. Ну, як політик так само. Для політика, мені здається, уластивий такий цвярозий політичний розлік, а не емоції, да? Потому что вот в этой акции, мне здається, шмат эмоций. Наколькі это может уживаться разом, это разлик и эмоции? Вот я только что вернулся с Нью-Йорка, был в учебах, и я очень всегда восхищаюсь, как свои спичи говорит политик Америки. Они всегда начинают с себя, почему мне что-то важно. Потом они переходят к тому, почему это важно всем нам. И 3-я часть уже, почему сейчас надо работать и делать что-то сейчас, нельзя. И я думаю, что и в этой акции мы можем все эти 3 элемента. Это было важно для меня. Я получил поддержку своих коллег, которые, и они дали мне это добро, что это важно нам всем, нашей демократии, нашим ценностям, кому вообще мы верим, за что мы боремся. И 3-й это уже был шаг, чтобы делаете вы. Например, мы знаем, что в нескольких странах тоже была такая же акция, где подняли свободный флаг Беларуси. Так что не расчет, не эмоции. Ясно, и, как я уже говорил, если Министерство международных дел сказало бы категорически нет, мы, наверное, придумали что-то другое. Ну, что-нибудь придумали бы. Что-нибудь придумали бы.
Гэта вельмі прыгожы жэст, гэта вельмі прыгожая акцыя. І, в прынцыпе, яна нагадвае тое, што рабілі беларусы падчас пратэстаў. То есть яны рабілі нейкі перформанс, да? То есть яны мірна даказвалі, што яны маюць права на свой голас. Але ці можна гэтымі прыгожымі жэстамі памяняць сітуацыю і убраць диктатуру? Это хороший вопрос, и я не вижу нигде одинакового сценария. Да? То, что происходило в Латвии, это наверняка не произойдет в Беларуси и наоборот. Ну, мы восхищались акцией, например, когда протестующие, когда они поднимались на лавочку. Ага. Да, они сняли обувь. Да. Ну, мы такие нюансы видим, и это нам что-то говорит. Латыши бы не сняли? Наверное, нет. Ну, наверное, поменять режим можно только тогда, когда есть какая-то критическая масса людей, которые в это верят. И я думаю, что в Беларуси критическая масса есть, которые хотят перемены. Но как эту массу поднять так, чтобы она была бы готова еще раз выйти 300, не знаю, 500 000 людей на улицу, это, конечно, вопрос, который мне ответа нет, потому что вы реально уже многое что попробовали. Ну, вас здзівілі беларусы вось тады летом, осенью 2020-го? Удивили, потому что, наверное, мы бы не удивлялись. Это был, например, 1993 год, или 92 или 91, когда мы боролись за свободу, потому что это уже как-то... А сейчас, конечно, в 2021 году или 2020 году все-таки это могло удивить, потому что многие из нас уже забыли об этом. Мои дети, они никогда не жили в Советском Союзе, они даже не знают, что это такое. И, конечно, нас это удивило, но я не вижу другого варианта в Беларуси, как этот вариант. Другого пути просто нету. То есть надо кожному пройти этот шлях, просто прийти. Режим упадет, это довольно ясно. Сейчас уже это только вопрос времени. И я думаю, что санкций будет только больше, не только с Евросоюзом, но и режим будет стоить для режима Путина тоже намного дороже. И один момент, наверное, что-то произойдет. Но когда и что, я пока не могу сказать. А вас, в принципе, не звязывае ничего с Беларусью? То есть у вас нема там коронёў, там не пересекались с семьи? Нет. А были вы в Беларуси часто? Я никогда не был в Беларуси. Единственное место, где я встречался с белорусами, я сам пою в хоре, и я знаю, что многих международных конкурсов есть хоры из Беларуси и очень хорошего уровня. То есть вас треба будет запросить в гости, потому что, да, оказывается... Ой, я очень надеюсь, что один день я смогу приехать. При этом у меня есть друзья, которых я знаю по бизнесу. Мяркуючы з вашай біяграфіі, в прынцыпе, я мог размаўляць зараз з нейкім перформерам, артыстам, спеваком, а не з мэрам, так? І чаму вы не пайшлі па шляху? Вось мне цікава вашых бацькоў-музыкантаў, и чему вы выбрали шлях инши? Ну, кстати, моя мама 5 лет была министром благосостояния, так что я могу сказать, иду по профессии моей семьи. Но это пример мамы или все-таки нет? Мне всегда интересовала политика уже с времени школ, но что я знал на 100%, что я в политику пойду только когда, я буду независим, то есть я могу сам, как сказать, оплатить за свою компанию. И я хочу быть свободным и в этом. И второе, когда у меня будет какой-то опыт жизни и уже набран. И третий, наверное, вариант, когда я реально вижу, что что-то надо менять. Например, вот в Риге, эти 12 лет, которые мы жили перед этим другим политическим руководителем, я не был доволен, как развивается Рига. И когда ты недоволен, у тебя есть пара вариантов. Остаться недовольным или что-то менять. И если я вижу, что это моя миссия сейчас что-то здесь поменять и показывать, что можно быть иначе, то я иду как миссию и делаю.
тым не менш вы пайшлі таксама часткова і па шляху бацькоў і заснавалі, наколькі я разумею, хор. Вот расскажите трошки про яго. Каждые 5 лет я обновляю свои взаимоотношения с моей страной, Латвией. И это когда происходит этот большой праздник песни. 15 тысяч людей стоят в хоре в нашем большом эстраде, там 10 тысяч еще танцоров и так далее. И в этот момент я опять, так сказать, понимаю, как сильно я люблю эту страну, этих людей, эту культуру и так далее. И единственный раз в жизни, когда я не был участником, а был тот, который смотрит на это, был тот год, когда мы делали хор. И, то есть я сидел там, слушал концерт и сам себе сказал, что я больше никогда не буду сидеть и слушать, я хочу быть только там. Потом мы начали задавать друг другу вопросы в семье, с друзьями, какой план, что делаем, потому что мы всю жизнь были в каких-то хорах, но был какой-то момент, когда не был. Поскольку моя сестра руководит хором, муж ее руководит хором, и все мои родственники, друзья, дружит музыка, так сказать, мы решили сделать свой хор. Оказывался очень успешно, потому что, я помню, первый состав, там 30 людей, я знал всех. Это все были друзья, которые, может быть, пригласил каждый еще кого-то. Но это не профессийный хор был? Не, профессиональных хоров тут довольно мало, да. Ну и моя сестра, ее муж был первый руководитель этого хора, и так это все пошло, и так и сейчас это один из топ-10 хоров Латвии. Мы всегда участвуем в этом празднике. Следующий праздник будет 2023 года. И для меня это будет такой большой челлендж, как быть мером и участвовать там как певцом, потому что это занимает очень много времени, идти на все мир. Ну, вы выходите раз на 5 год, так? Да, это большой праздник раз в 5 лет, да. Вы формоваліся, в принципе, як і я, у советский час, вы учились в советской школе. Поспели побыть октябренком, пионером? Только октябренком. Як вашей семье, в принципе, ставились вось у той час, у советскі, да вось гэтай советской краіны, да, вот, да гэтай советской реальности? Яны мириліся, ваши бацькі, и вы там разом з імі? Ці яны неяк супрацьстаялі, пратэставалі супраць? Як это адбывалася вось у час, калі вы были яшчэ маленьким? Знаете, до 1987 года я, наверное, вообще ничего не знал о том, что Латвия когда-нибудь была свободной, и у нас был свой президент, свой флаг, свой гимн и так далее. И в нашей семье об этом очень много не говорили, боялись, наверное. Но как-то внутри мы все всегда чувствуем, что все, что происходит, это не настоящее. И, конечно, уже 86-й год, 87-й год, когда уже начались первые такие wind of change, да, в Латвии, когда уже люди уже больше об этом начали говорить, всем было ясно, да, что мы хотим что-то другое. И только потом, например, я узнал насчет своего прапрадедушка. Например, мой дедушка был легионером. Это была тоже такая информация, которую никто не хотел говорить в нашей семье, потому что в Советском Союзе было много репрессий. Я понимаю свою семью, им было что скрывать, потому что все боялись. А ваш дедушка, он репрессирован был? Ему было 16, когда его взяли в армию Германии. Гитлеровской Германии. Он даже не воевал одного дня. Они все сразу отступили, и потом его где-то в Польше его нашли, реально, ребенка. И потом уже ГУЛАГ и так далее, и все остальное. Так что, конечно, все в семье эти знали это, и нам это не говорили. Потому что никто не хотел, чтобы тебя называли внука фашиста. А хто і што у той час, калі вы адкрылі для сябе ўжо Латвію, хто на вас паўплываў? Магчыма, гэта нейкія людзі былі, нейкія песні, нейкія творы?
Ну, независимость мы получили только уже в 91 году, это был, так скажем так, в 87 году мы вообще поняли, что может быть и что-то другое. Так что эти процессы, как мы видим, всегда не происходят очень быстро. Конечно, в 91 году что нам дал эти символы, это те люди, которые жили за границей. Латвийская диаспора, которая уже перед войной или как-то, они были те, которые все время поддерживали нашу культуру, наши песни, наши традиции. И многие из них потом уже, когда мы уже получили свою свободу, приехали сюда с этими рассказами, традициями, и они были те, которые строили это, можно сказать, заново. И символ, который для нас был святым, тот был, я не скажу на латышском, но я знаю, что это символ действительно народа Беларуси. Это такой символ, который потом покажу, вы, наверное, расскажете, как этот символ называется. Скажем так, для меня, может быть, не столь важен был тот период, потому что я все-таки еще был ребенком и мало что понял. Реально понять, что такая свобода, и что я хочу принадлежать тому миру, который вот Европа и Скандинавия, это было, когда я начал работать в 1998 году в скандинавской компании, проработал 12 лет, и норвежская компания, потом там был капитал шведский и финский капитал, и много путешествовал по этим странам по работе, и там очень многое, что научился. Научился вообще, что значит жить в свободной стране, что значит быть членом общества и тоже культура. То есть, когда вы выехали уже из Латвии, пожили... Ну, я там пожил пару, может быть, дней, они больше были здесь. Но самое главное, это то, что если ты считаешь себя свободным человеком, тебе надо этого советского человека от себя и убрать. И себя называть нового человека. А новый человек — это уже который говорит, действует по-другому, который ценит ценности, свободу людей, свободу слова. Но нам это не было естественным. Мы это все учились, это все шаг за шагом. Я учился это шаг за шагом. Наколькі на вас паўплываў прыклад маці вашай, якая пайшла таксама ў палітыку, хаця займалася творчасцю збольшага, і ці ёсць у вас, в прынцыпе, спрэчкі па палітычных пытаннях? Ну, моя мама герой. Мы жили в деревне. Она в 4 часа утром просыпалась, шла, у нас были коровы и так далее. Потом она отзывалась рижской дамой, поехала в Ригу. Она здесь работала в университете. И потом вечером поехала домой, сняла свою рижскую форму, можно сказать, и опять была матери, и мы ее видели, может быть, в 8-9 вечера только, и так подряд. И ей было 4, у нас было 4 в семье, мой брат и еще 2 сестры, и потом она еще сделала огромную политическую карьеру, и сейчас она мой номер 1 человек, который дает советы, потому что она была в политике, она понимает, как работает политика, и она всегда следит за всеми моими интервью, за все, что происходит в политике, и дает мне очень хорошие советы. А про роль у таты можете сказать? Роль папа у него был другой. Он сначала я его не понял, потому что для меня карьера была все. И это надо понять. В этом 97 году, если ты работал в международной компании, у тебя был мобильный телефон, не знаю, что там машина, или ты мог ехать за границей, у тебя было все, ты был королем. И для меня было настолько важно, ему это никогда не было важно, но он все время себя весь отдал семье. И я иногда думал, ну видишь, как мама сейчас идет все время вверх и в политике, и тебе это вообще не важно. Но только потом уже, когда у меня самому были дети, и только тогда я понял, как много он, как отец, нам дал, потому что он показал другой, скажем так, модель, да, что и тот мужчина, который готов отдать весь себя семье, и какую он огромную роль вообще дает, потому что я сейчас могу очень мало что дать своим сыновьям,
из-за того, что у меня нет времени. И я это очень часто вспоминаю, что мне дал мой отец, и я что могу дать своим сынам сейчас. Вярнуся да вашага прыгожага жэста са сцягам. Гэта было безумоўна крута, але гэта акцыя скончылася. Ці ёсць працяг у гэтай вашай беларускай гісторыі, гэтага беларускага сюжэта? Да, мы написали наше правительство письмо и указали 3 вещи, которых надо сейчас правительству поменять, чтобы облегчить жизнь тех людей, которые сюда хотят переехать. И поскольку сейчас министр внутренних дел из моей политической партии, нам уже намного легче говорить и показывать, что в Латвии законодательство не очень-то открытое к людям, которые хотят сюда приехать. Так что я вот сейчас это вижу как свою одну миссию. Ну, надо, конечно, понять, что слоны не бегают, и все изменения законодательства всегда занимают много времени, но хоть поддерживать этот вопрос все время актуальным, я думаю, что это вот моя миссия. И второе, это, конечно, тем, которые тут сюда приедут и приедут в Ригу, как мы можем им сюда здесь помочь. У нас есть новый такой центр жителей, который, где ты можешь идти и сказать свою проблему, и тебе поможет эту проблему решить. И мы насчет этого центра договорились, что они, скажем так, будут те, которые помогут тем, которые здесь живут, найти там школу, какие-то, не знаю, помочь документам и так далее, и так далее. Так что, ну, это 2 такие основы, где мы сейчас работаем. Но это не такие большие акции, это уже такая ежедневная работа. Ну так, яна вельмі патрэбна. Ну вось афіцыйны Вільнюс, Літва, яны адразу адкрылі дзверы для беларусаў, то есть першых дзён, да. Прыехала больш за 10 000 беларусаў у Літву. Наколькі вось вядомая гэта інфармацыя. Ёсць інфармацыя па Латвіі, па Різе, да? Наколькі шмат беларусаў і як да іх ставіцца, потому што пра салідарнасць вядома у Латвіі, але невядома ўсё ж такі, наколькі адкрыты яны для прыёму канкрэтна людзей. Ну, я сам 2 года был депутатом латвийского парламента, и я видел, как люди вообще относятся к этому вопросу. Я, кстати, как раз в этой комиссии работал. И мы так боимся тех, которые приезжают в Латвию, мы так опасаемся себя, что это законодательство нам просто никакая. Я должен просто извинить людям, что я не смог это поменять. И, к сожалению, эти консервативные идеи, никого сюда не пускать. Они находят, скажем так, тех, которые, может быть, не решили этот вопрос. И вот сейчас вот эти акции, которые идет, это гибридная война на границе, да, когда это, конечно, не очень этому помогает. И очень трудно убедить политиков, что мы должны свою эту официальную политику поменять. Ну, наверное, когда-то это закончится, мы, наверное, опять сможем к этому вопросу меняться. Вот литовцы, они как-то насчет этого всегда смотрели по-другому, не так уж боялись, и экономически они очень из этого выиграли. И это был один из моих тоже основных месседжев для нашего правительства, что это для нас, для нашей экономики очень, потому что нам нужны эти таланты. Мы хотим, чтобы эти люди здесь жили. Они очень много могут дать нам как государству. Я сам тоже встречался с многими предпринимателями, чтобы уговорить их, чтобы переставить этот бизнес, чтобы они не ехали в Литву или в других странах Европы, но как раз здесь, в Латвии. Ну, к сожалению, наши результаты не так уж блестящие, но что-то здесь, конечно, происходит. Мы суседзі, так? То есть паміж намі няма іншых краінаў, але тым не менш мы мала адзін пра аднаго ведаем. Ну і я думаю, што вядома чаму. Я думаю, што з нашай ўсё ж такі боку як бы ёсць праблема. Але ці ёсць у вас ідэі, як гэту сітуацыю вырашыць у перспектыве? Ну, поскольку я сам с семьей, которые очень любят культуру, песни, тогда я думаю, что это ключ для всего. Вот я помню, 95-й, 94-й, 93-й год у нас был такой мероприятие Bridge of Songs, когда мы это мероприятие, которое говорил, что 15 000 вместе собираются в хоре.
это было все 3 страны Прибалтики. Мы 1 год был в Латвии, 1 год в Литве, 1 год в Эстонии. И мы изучали песни друг друга, потому что ты должен знать вот эти программы и так далее. Я думаю, это очень много чем помогает. И через песню, ты можешь свои рассказы очень хорошо рассказать, через скульптуру, через это. Так что, думаю, это первое, что нам надо будет сразу сделать, это обмен, скажем так, культуры. И, наверное, все-таки работа с теми людьми, которые здесь, в Латвии, уже живет из Беларуси, да, им дать им тоже возможность говорить о том, что происходит в Беларуси, и дать ему, скажем так, сцену, где они могут свои рассказы сказать. Это, думаю, это очень важно. Я смотрю, что вот сектор как раз non-governmental sector, NGOs, они очень успешно в этом работают. Ясно, что вы в Беларуси не были, вы уже сказали про это, але по ваших назираннях, наколькі подобные и наколькі адрозныя белорусы и латыши? Ну, я очень горжусь тем, что я латыш. То, что только 1 миллион людей в мире говорит на моем языке, это, я думаю, уникальное что-то. Но, знаете, я помню, я когда-то сделал тест, который говорит, какой у тебя DNA. И помнил, что 95% мы все одинаковые, мы все из одного района, у нас такой микс крови, что никто даже, я не могу себя называть таким коренным или чистым латышом, или никто не может сказать, что он чистый Беларусь, и чистый Литов и так далее. Так что мы, 95% наш DNA похож всем нам. Так что если мы когда-то говорили, что нас 3, Литва, Латвия, Эстония, я думаю, что скоро, через 2-3 года, нас уже будет 4. И вы на 100% может быть уверены, что все 3 страны вас сразу поддержат. И это будет очень важный момент для Беларуси. Вы сказали, что ганаритесь тем, что размаўляете по-латышску. Я думаю, что вы хотели бы, каб колькасць людей павялічвалася, тых, хто размаўляе по-латышску. У сувязі з гэтым пытанне, ці не раздражняе вас тое, что ваш город, да, Рига, он все ж таки русскомовный? Знаете, я очень реально смотрю на эту ситуацию. Например, мой сын, он сейчас учится в Германии. И он уже очень хорошо говорит на английском. И, наверное, я уже слышу, что мой младший сын уже своим друзьям иногда говорит по-английскому. Так что я думаю, что, скажем так, не будет больше людей, которые говорят мир на латышском. Наверное, нам надо удержать хоть те, которые уже говорят. Но я никогда не видел русский язык или другой язык как угрозу нам. Но когда с моими русскими друзьями мы спорим насчет этих вопросов, латыши, русские и так далее, я говорю, только понимаете только одну вещь. Это единственное место в мире, где мы можем говорить на латышском. Вот этот 1 миллион людей. Единственное, не будет других таких мест. Просто цените это. Это все, что мы от вас просим. Остальное, на все остальные вопросы у нас нет никаких спор. И это очень важно. И это они должны и понять. И я сам, например, всегда говорил, что как мэр города, я, как официальное лицо, всегда говорю только на латышском. С медием я говорю на том языке, который я знаю, в этом случае на русском. Но ежедневно людьми я говорю так, чтобы меня лучше поняли, и чтобы я лучше понял его. Я встречаюсь с людьми всего города, и обычно те, которые ко мне приходят, это не те, у кого все в порядке. Это люди, у кого есть реальные проблемы, там, не знаю, с отоплением или другими какими-то хозяйственными вопросами. Они люди, кому 70-80 лет.
Ну, как я могу им сказать, говорите со мной на латышском? Но я хочу понять, какая у него проблема, и я хочу, чтобы она поняла, почему эту проблему мы можем или не можем сразу решить. И я за этого получаю много критики, но я все равно это так буду делать, потому что это просто человечески. Просто так. В принципе, наколькі острая проблема ось двухмов'я у городе и у Украины? Она сокращается. Каждый год она просто исчезнет в один день. Потому что я сам и в школе работал добровольцем примерно 3 года. Там уже в этом классе было 20, там 1 латыш, 9 русских. Они все говорят уже на одном латышском языке или на английском, или так далее. То что, эта проблема исчезает просто сама уже с временем. Так что спорить об этом, говорить об этом, я думаю, просто не стоит. Время все решит сама. Зараз Беларусь переживае, напэўна, прыблізна тое, што перажывалі у тым ліку суседнія краіны нашы, у тым ліку і Латвія. То есть такі перыяд абнаўлення, как падыходаў да какой-то канца нейкай эпохі, да, відавочна. У гэтай сувязі з вашага досведу, з досведу вашай краіны, чым можа быць карысным досвед латышэй па вырашэнню праблемаў у якіх-небудзь сферах для будучай новай Беларусі? На английском это звучит think global, act local. Я не верю, что кто-то может вам дать какой-то уже готовый рецепт. И я не думаю, что кто-то вообще должен вам дать советы, если вы только сами не спросите этот совет. И я думаю, что учиться мы должны всю жизнь. Я как лидер учусь все время. И не потому, что мне нравится очень учиться, но потому, что у меня нет времени и у меня нет ресурсов. У меня нет времени самим эти ошибки делать. Поэтому мне легче всего спросить у своих других коллег по всему миру, а как вы решили эту проблему, а как вы решаете эту проблему. Получить эти ответы, понять, все лучше бы работало для меня здесь в Латвии, здесь в Риге, и это делать. Это просто дает мне результат быстрее из-за меньше расходов. И очень важный вопрос, который надо задавать, какие ошибки вы сделали и какие ошибки нам не сделать. То есть, если вы к нам обратитесь и эти вопросы зададите, я думаю, что мы с удовольствием поможем. Но все-таки это ваша страна, это ваше будущее, и не дайте никому другому себя учить. И если я помню наши времена, первые года после независимости, я думаю, что многие советы, которые здесь были, не были самыми лучшими советами. То есть, я помню, был совет, давайте сделаем Латвию так, как маленькую Швейцарию, что у нас основной наш приход будет финансовые услуги. Но всем эта идея оказалась очень хорошей. Мы не развивали свое производство и не смотрели на другие стороны. Это был неправильный совет. Поэтому советы надо спрашивать, надо учиться с другими, но я думаю, что путь, что найти надо вам самим. Но что вам здесь, конечно, поможет, это вам поможет все международные организации. И вам надо стремиться. И Евросоюз, и НАТО, и остальное, потому что многие, что наши политики бы с удовольствием не делали, если, например, не Евросоюз бы сказал им, нет, это вам надо делать, если вы хотите быть членом нашего союза, вы должны это делать. И мы видим, если мы так смотрим в прошлое, что многое из того, что они сказали, что вы должны это делать, в долгосрочном нам это очень помогло. Дякую, гаспадар Марцінш, за добрую размову. Вельмі спадзяюся вас убачыць на свяце. Мы придумали, што свята можа быць каля стэлы, да, там, дзе адбываліся гэта акцыя пратэста. Это будзе музычнае свята, таму хацелася убачыць вас з вашым хорам на гэтым свяце, каб вы ўпершыню убачылі Беларусь, і гэта Беларусь была абноўленая. Дякую.